Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Ханымдар мен мырзалар, камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, друзья, товарищи, дамы и господа, перед камерой Юлия from Казахстан, которая продолжает вас учить читать по-казахски. И сегодня я для вас приготовила вот из этой книжки, да-да-да, снова из этой книжки, еще одно словосочетание. Итак, это будет следующее. Аккредитация журналистов. А переводится так. Журналистерді тіркеу. Журналистерді тіркеу. Ну а для тех, кто немножко знаком с казахским языком, они понимают, что тіркеу – это регистрация. То есть, по сути, аккредитация журналистов означает регистрацию журналистов. Полезно учить другие языки. Как-то, знаете, в голове многое становится более понятным. Итак, давайте скорее научимся это читать. Слово «журналист», я думаю, вы прочитать умеете, да? Журналист, журналист, тер – это окончание множественного числа. И вот оно как пишется через букву «е», так и читается, да? Через букву «э» мы не читаем. Журналист, тер, д. Дальше палочка с точкой – это нечто среднее по мягкости между буквами «ы» твердой, да, и буквой «и» мягкой. Хотя палочка с точкой в казахском языке тоже считается мягкой, но она не настолько мягка, как буква «и». Журналист, тер, д. Дальше слово тіркеу. Тіркеу. Палочку с точкой вы уже можете читать. Заговариваюсь, пардон. Палочку с точкой вы уже можете прочитать. Тірке. Тіркеу. Дальше все как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Дамы и господа, это было новое словосочетание. Сегодня оно было очень маленькое, очень короткое видео получилось. Но я рада, что оно у нас все-таки вышло. Потому что сегодня кто-то узнал, что такое аккредитация. Вроде бы как бы немножко понимал, но когда сказали, что это просто регистрация, сразу стало все как-то, знаете ли, на свои места. Ну, а с вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.